Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня в международном аэропорту Душанбе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с глубоким уважением и искренностью проводил президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, находившегося в Душанбе с рабочим визитом. Напомню, что 28 июня высокочтимый гость, президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Путин, с рабочим визитом прибыл в Таджикистан и во Дворце нации провел конструктивную встречу и беседу с президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества между двумя странами. При этом стороны обменялись мнениями о развитии и расширении сотрудничества на двустороннем уровне, а также в рамках региональных и международных организаций. Но и следует отметить, что итоги этого визита и встречи высокого уровня послужат успешному продолжению стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией на благо народов двух стран. Мы продолжаем выпуск. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеш Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидер нации тепло поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с юбилейной датой дня рождения – 65-летием, пожелав ему здоровья, счастья и успеха в дальнейшей государственной деятельности. В ходе разговора были обсуждены вопросы таджикско-туркменских отношений, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства. Подчеркнута перспективность их дальнейшего плодотворного развития в соответствии с коренными интересами двух братских народов. Глава государства, отметив широкий охват этого процесса, дал высокую оценку значительному вкладу Гурбангулы Бердымухамедова в дело укрепления многогранных связей между двумя странами. При этом продолжение постоянного таджикско-туркменского диалога на разных уровнях, а также принятие совместных мер в целях последовательного расширения всесторонних отношений двух стран признаны залогом успеха в этом направлении. Сегодня под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматтоира Зокирзода состоялось очередное заседание третьей сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. На заседании рассмотрены соглашения о поддержке между исполнительным органом государственной власти Файзабадского района и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реабилитации системы водоснабжения и канализации Файзабадского района. Соглашение о гранте между государственным унитарным предприятием Республики Таджикистан жилищно-коммунальное хозяйство Файзабадского района и Европейским банком реконструкции и развития также по проекту восстановления системы водоснабжения и канализации Файзабадского района, а также кредитное соглашение между Таджикистаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту восстановления системы водоснабжения и канализации Файзабадского района, одобрены депутатами. В течение 2022-2026 годов в стране будет построено более 1000 километров автомобильных дорог, 53 моста, 7 тоннелей и 5 противолавинных коридоров, большая часть из которых имеют международное значение. Так, в рамках реализации проекта по реконструкции автодороги Куляб-Калайхумб ускоренными темпами и на высоком качественном уровне сооружается автомобильный мост. Его протяженность 131 метр. Все подробности у Карима Хайдара. Мост, который сооружается в районе Шамсидин-Шохин, имеет длину 131 метр и ширину около 13 метров. Дорожно-транспортные объекты строятся в этом регионе страны в рамках проекта по реконструкции автомобильной дороги Куляб-Калайхумб. Все усилия строителей направлены на скорейшее завершение строительства этого автомобильного моста.
Заказчиком объекта является Министерство транспорта Республики Таджикистан. Постоянно координирует работой государственное учреждение Центр реализации проекта реабилитации автомобильной дороги Душанбе-Чанак, обеспечивает ход работ в соответствии с планом. Учитывая тот факт, что мост будет построен на автодороге международного значения Душанбе-Куляб-Калайхум-Кульма, задача специалистов и рабочих завершить работы согласно проекту на высоком качественном уровне. Большинство специалистов – местные жители, которые и в будущем внесут значительный вклад в строительство таких объектов, отвечающих международным стандартам. Этот участок дороги позволит водителям транспортных средств осуществлять регулярное и безопасное движение, ведь зачастую в осенне-зимний период здесь порой из-за погодных условий приостанавливалось движение автотранспортных средств. Со строительством этого моста движение автотранспортных средств, а также передвижение жителей будет обеспечено. Согласно проекту, предусмотрено также создание пешеходных дорожек. Ну и последнее. По прогнозам агентства по гидрометеорологии Таджикистана, в эти дни в республике наблюдается повышенная дневная температура воздуха. Так, в Хатлонской области температура составит 45 градусов. В районах республиканского подчинения воздух прогреется до 40-45. В эти дни в Горно-Бадахшанской автономной области столбики термометра покажут от 30 до 33 градусов. В Сагдийской области днем ожидается повышение температуры до 34 градусов выше 0. Днем в городе Душанбе погода составит 40-42 градуса тепла. В июле в республике ожидается жаркая погода. В Душанбе температура воздуха достигнет плюс 44 градусов. Врачи рекомендуют при такой аномальной жаре избегать прямых солнечных лучей с тем, чтобы не получить теплового удара. Такая погода оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения всех возрастных групп. Особенно страдают лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые люди и маленькие дети. Повышенная температура влияет и на людей, которые страдают сахарным диабетом. По мнению врачей, людям, которые страдают гипертонией, астмой, имеют сердечно-сосудистые проблемы, в этот период нужно употреблять много жидкости. В эти дни человеческому организму требуется большое количество воды. Кроме того, нужно строго соблюдать требования безопасности на водных объектах и помнить об основных правилах безопасности на воде. Купаться и загорать следует только на оборудованных зонах отдыха и пляжах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Дорогие телезрители, это главные новости к этому часу. Берегите себя, будьте здоровы.